День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот о чем мы расскажем в ближайший час. Глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику встретился с якутянами, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Расскажем подробности. На федеральных трассах Колыма-Вилюй начал работу передвижной комплекс фото- и видеофиксации «Автоураган». Современная система способна автоматически распознавать до 1000 автомобильных номеров в час. В этом году якутское казачество отмечает сразу две значимые даты: 325 лет со дня основания, 35 лет со дня возрождения движения. На территории региона действуют 10 казачьих сообществ. Концерты, патриотические акции и праздничные мероприятия. В минувшую пятницу жители столицы республики вместе со всей страной отметили День России. Творческий десант высадился в Нерюнгри. Режиссеры, постановщики и артисты приступают к подготовке международного национального праздника Бакалдын. Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Айсан Николаев встретился с якутянами, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Глава Якутии поблагодарил бойцов за службу, передал им очередную партию военно-технических средств из родной республики. Военнослужащие получили наземные роботизированные платформы Як-14, квадроциклы «Сокол», беспилотные летательные аппараты и другую необходимую технику. Айсан Николаев лично поблагодарил сотрудников опорного пункта за профессионализм и стойкость при обеспечении бесперебойного снабжения военных из республики. Не видим, значит не вредим. Волонтеры общественного движения «Якутия с тобой» начали шить специальные антитепловизорные пончо для бойцов для защиты от атаки дронов. Подробнее в следующем сюжете. В зоне СВО одной из главных опасностей для бойцов, а в особенности для разведчиков, являются беспилотники противника, некоторые из которых используют тепловизоры для обнаружения цели. Для спасения жизни якутские волонтеры создают разные изделия. Одним из них стали специальные плащи-пончо, которые скрывают бойца от тепловизора. Волонтеры из Алданского улуса нам подсказали, как сделать. И еще информацию мы взяли у Римы Моисеевны. Мы тут к ним сходили, волонтеры мы вместе. Они в городе Якутске. Надо, чтобы было меньше швов, чтобы дыр не было никаких, чтобы тепло не уходило. Его шьют в несколько слоев из теплоотражающих материалов. Тем самым одетый в пончо боец, закрытый с головы до пят, практически никак не высвечивается на тепловизоре дрона. Тем не менее, его пошив занимает значительное время, и сам процесс разделен на несколько этапов, которыми занимаются отдельные волонтеры. Ткани очень много, 4-5 слоев, да, получается. Но машинки у нас очень славные. Тут с машинками у нас вообще проблем нет. Хорошо шьют они. Мы управляем только правильно держать, и все. Сами участники движения всегда в работе. Они шьют комплекты одежды из более чем 60 наименований, изготавливают свечи, сети, собирают адресные посылки и отправляют все это в опорные пункты. Моя задача стояла другая. Чем я могу помочь? Я пришла в этот штаб в 2023 году. И 3 года уже, 15 мая исполнилось 3 года, как мы работаем вот этой большой дружной семьей. Самое главное, что у нас люди в Якутии такие отзывчивые. Сколько они приносили нам, сколько мы посылали посылок, всего, только бы помочь. Их работу замечают и по достоинству ценят как сами участники СВО, так и их семьи. Так, Романовы в поддержку волонтеров подарили им паровой утюг. Решила вам сделать подарок, потому что мой папа здесь оделся. Мы с мамой купили копилку, и она мне давала деньги. Я их не тратила, а просто ложила в копилку. Потом решила вам подарить цветы, утюг и рисунок.
Несмотря на то, что работа была начата совсем недавно, уже было сшито более 20 экземпляров. Все они будут направлены бойцам на передовой, тем самым спасая их жизни. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Служба занятости населения Якутии продолжает поддержку участников СВО. С начала года в центр обратились больше 200 ветеранов и членов их семей. Из них 112 нашли работу. Бывшие военнослужащие могут бесплатно получить дополнительное образование. Этой возможностью воспользовались 39 человек, 17 из них успешно завершили курсы. Обучение проводят по наиболее востребованным профессиям. Это, например, водитель погрузчика, сварщик и машинист бульдозера. Сами работодатели выделяют квоты для трудоустройства участников СВО. В условиях, максимально приближенных к армейским, прошли военно-полевые сборы в Ленском технологическом техникуме. Строгий армейский распорядок и погружение в будни. Расскажем, как прошли сборы и получилось ли у ребят справиться с непростыми испытаниями. Третий взвод, команда здравия желает! 3-4! Здравия желаю! Вольно! Учебно-полевые сборы для студентов техникума – это обязательная часть образовательного процесса. От результата напрямую зависит перевод ребят на следующий курс. В этом году приняли участие в сборах 147 студентов, те, у кого нет ограничений по здоровью, в том числе и девушки. Старается, по крайней мере, выполнить нормативы. Практика. Вчера даже при мелком дожде ребята и разбирали автоматы, и стреляли, и строевые ходили, и медицину готовили. Юноши и девушки были разбиты на взводы. Занятия проводилось по 8 часов в день. Ребята осваивали тактическую, огневую, строевую и медицинскую подготовки, сдавали нормативы по физподготовке, разбирали, собирали автоматы, преодолевали полосу препятствий. Руководили отрядами опытные наставники, участники, ветераны специальной военной операции. Стараться еще будем лучше и лучше будем стараться. Стараются, да, ребята? Да, стараются. Смотрите, как они красиво запевают, красиво маршируют они. Очень хорошо. Мы еще, как педагоги, мы стараемся их полностью натренировать, подготовить к армии. Заместителями командиров взвода выступали студенты старших курсов. Моя основная задача – это помогать своему отряду, помогать нашим командирам. Ведь наш третий взвод – это, в принципе, категория ВГД, даже можно посчитать Б-категорию. По нашей успеваемости мы даже, наверное, вытягиваем на категорию А-Б. То есть мои, так скажем, солдаты, они, в принципе, большие молодцы. Молодцы и девочки. Их подготовка оказалась тоже на высоте, отметил организатор и преподаватель ОБЗР Леонид Синьков. Они прекрасно справились с тактической медициной, а некоторые лучшие юноши отстрелялись. Военно-патриотические сборы их точно не оставили равнодушными. Я считаю, что эта тема актуальна сейчас в наше время, что нашу молодежь готовят, мальчиков заранее к армии готовят, и девочек привлекли к этому. В другие дни мы стреляли из автомата, маршировали, пели гимн. Это вообще наше любимое занятие. Да, нам тут все помогают, то есть даже, например, командиры не наших отрядов, то есть все подходят, помогают, все объясняют. И, в принципе, я бы сказала, что девочек не так загружают, как вот мальчиков. То есть нам дают задания полегче. Лучшие были награждены грамотами. Программа сборов была выполнена полностью. Ребята доказали, что серьезные испытания им не страшны. Светлана Балеева, Андрей Балеев, Ленск. Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом накануне сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, пилотные проекты уже реализуются в 6 регионах страны. Министр уточнил, на данном этапе речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями. С начала этого года в Якутии начал действовать социальный сертификат для оказания паллиативной медицинской помощи на дому. Новая мера поддержки позволяет тяжело больным пациентам получать квалифицированный уход и необходимую помощь. Подробности далее. Социальный сертификат – это именной электронный документ, который дает право на бесплатную паллиативную помощь. Он утвержден правительством и реализуется с начала этого года. Если состояние пациента не требует стационара, выездная служба обеспечивает его медицинскими изделиями для поддержания функций органов и систем организма.
и оказывает необходимую помощь. Необходимо самому больному, либо его представителям законным, чаще это всего родственники, да, обратиться к участковому терапевту, либо фельдшеру. Да, у нас всегда медицинская помощь начинается с первичного звена здравоохранения, а далее по механизму получается, что все медицинские необходимые документы участковым врачом либо фельдшером представляются на врачебную комиссию медицинской организации. Да. Кстати, независимо паллиативный вот этот сертификат может заявиться человек независимо от прикрепления, то есть он приезжий ли, временно ли пребывает, или постоянно ли проживает, да, по месту жительства, имеет право вот обратиться за данным видом услуги. Далее документы отправятся на рассмотрение в Минздрав. Решение о выдаче электронного сертификата принимается в течение 5 рабочих дней. Важной частью оказания паллиативной помощи является и обучение родственников правильному уходу за тяжелобольным человеком. Как обрабатывать, возможно, если там возникают какие-то трофические язвы или еще что-то в силу заболеваний и так далее, да, как это обрабатывается, как это промывается в основном, как давать лекарства, как давать те или иные питание, например, да, вот тоже могут обучать принципам зондового питания. То есть, если человеку на дому установили зонд, как за ним ухаживать, как ухаживать за трахеостомической трубкой, да, вот таким моментом обучаются, и это тоже на дому производится. На сегодняшний день социальным сертификатом воспользовалось около 50 жителей республики, а услуги паллиативной помощи оказывают все районные больницы с соответствующей лицензией. Анастасия Пуляева, Иван Церкумов, Якутск. Правительство выделит еще более 1,7 миллиардов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя и житель осажденного Сталинграда. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Мирном произошло знаменательное событие – торжественное открытие нового многоквартирного жилого дома, предназначенного для работников образования. На церемонии присутствовал глава Якутии Айсан Николаев. Он и вручил жильцам ключи. Новый многоквартирный дом не просто очередное здание, а символ заботы о тех, кто ежедневно вкладывает свои знания и силы в воспитание будущего поколения. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем работников бюджетной сферы этот дом стал реальностью, призванной создать достойные условия для представителей одной из самых благородных профессий. Это замечательное большое событие, поверьте мне, не только в масштабах города Мирного, не только в масштабах Мирнинского района, да, наверное, не только нашей республики Саха-Якутия, чтобы целый дом строился именно для работников образования. Искренне вас с этим поздравляю. Для каждой из этих семей это не просто квадратные метры, а долгожданный, теплый и надежный очаг. Место, где можно будет отдохнуть после напряженного рабочего дня, где дети будут расти в комфорте и безопасности. Конечно, рады. Мы уже 5 лет здесь живем в общежитии. И наконец-то мы получили отдельную квартиру. Рады то, что у нас кухня будет своя, ванна, балкон. Сын очень рад. Строительство такого объекта – это важный шаг на пути к укреплению социальной инфраструктуры города Мирный. Обеспечение жильем работников образования – это не только решение насущных проблем, но и стратегический подход к закреплению квалифицированных кадров в школах. Мы этот дом строили специально для того, чтобы наши работники образования, наши педагоги сменили свои комнаты в общежитиях на полноценное жилье. И сегодня мы можем сказать, что ту цель, которую мы для себя ставили, мы ее достигли. Этот дом – яркое свидетельство того, что Мирный – это место, где можно не только строить успешную карьеру в сфере образования, но и создавать крепкую семью, жить полной и счастливой жизнью. Я работаю на территории
Мирнинского района с 2002 года, уже более 24 лет. Квартиру ждали 24 года, и наконец совершилось. Получили, за что искренне благодарна главе республики и главе района за предоставленную возможность, за реализацию значимого проекта для всех работников нашего района. Отныне более 70 семей могут с гордостью сказать «это наш дом». Для новоселов дом станет колыбелью, для новых открытий – домом, где рождаются будущее. Сегодняшнее событие – это весомый вклад в развитие города Мирный и подтверждение того, что забота о людях, в особенности о тех, кто формирует умы и сердца, является приоритетом. Анна Васильева, Мирный. С 10 по 18 июня на федеральных трассах Колыма и Вилюйс заработал передвижной комплекс фото-видеофиксации «Автоураган». Систему развернули на одних из самых сложных и протяженных дорог Дальнего Востока. С виду это обычные патрульные машины, но внутри и на крыше установили мощное оборудование. «Автоураган» оснащен несколькими камерами, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. Нейросеть автоматически считывает до 1000 номеров в час, даже на ходу. Система мгновенно сверяет данные с информацией госавтоинспекции. Между тем, в Жатае сразу две стройки на финишной прямой, дорога к уникальному образовательному комплексу «Точка будущего» и общежитие для сотрудников судоверфи. Ход работ проверил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Что уже сделано и когда ждать сдачи объектов, смотрите в сюжете далее. На дорожном объекте возле образовательного комплекса «Точка будущего» завершено 70% работ по обустройству въездных путей. Подрядчик взял на себя обязательство сдать ключевой участок, обеспечивающий удобный подъезд к центру до конца текущего года. Ход строительства находится под личным контролем Дмитрия Садовникова. Дорога в целом протяженность составляет километр 700 метров, да? И сегодня в грунтовом исполнении он должен быть исполнен полностью. Но время только, как говорится, начало строительных и таких работ, которые характерны, да, при строительстве дороги. Поэтому мы уверены, что эту работу в этом году мы выполним. Параллельно строители вышли на финишную прямую у общежития на 200 мест для сотрудников Жатайской судоверфи. Готовность 99%. Раньше объект тормозили проблемы с документацией и подрядчиками. Но сейчас осталось дождаться заключения госэкспертизы. Сама же сдача объекта намечена на 30 октября. Остается вопрос оснащения. В ближайшее время должны определиться с поставкой необходимой мебели и оборудования. Ну и, соответственно, осенью с учетом поставки данный объект должен быть полностью завершен. Также в комплекс входит и жилой дом, 106-квартирный многоквартирный жилой дом. Он тоже введен был своевременно. На площадке уже смонтировали бордюры и подготовили основания для проездов и парковок. Само здание возводят по программе модернизации мощности Жатайской судоверфи. Когда общежитие примет жильцов, это даст мощный импульс развитию современного речного флота в Якутии для грузоперевозок по линии в арктической зоне и даже по Северному морскому пути. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Жатай. В Ленском районе начались речные пассажирские перевозки. Жители с местной пропиской могут купить билеты со скидкой более 50%. Первый рейс по маршруту Ленск-Пеледуй-Витим отправился 10 июня теплоходом «Полесье». В июне же в целом рейсы выполняются по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Проезд для детей до 5 лет бесплатный. Если полная стоимость проезда по маршруту Ленск-Витим составляет 8800 рублей, то благодаря субсидии льготный билет обходится пассажиру в 3836 рублей. Правительство Якутии отчиталось перед народными депутатами по итогам работы прошлого года. Доклад представил премьер-министр республики Кирилл Бычков. Парламентарии задали больше 50 вопросов по самым острым темам. Многомиллиардные долги организаций коммунального комплекса, возросшие тарифы на электроэнергию и недостаточное финансирование программ субсидированных перевозок и северного завоза. Большое внимание уделили проблеме развития социальных инфраструктур. Так, на обновление Национального центра медицины необходимо 5 миллиардов рублей, которые пока
пока не заложены в бюджете. Тем не менее, депутаты отметили и успехи в работе исполнительных органов власти. Например, начало реализации проекта «Синергия Арктики», благодаря которому интернет в отдаленных районах, по прогнозам, подешевеет в 140 раз. Отчет правительства парламентарии приняли. Депутаты более 50 вопросов задали председателю правительства. На все получили ответы. И в решении комитета мы отметили, чтобы вопросы, которые были заданы, они были всегда в поле зрения. И в течение этого летнего периода, конечно же, мы желаем, чтобы правительство работало в утроенном режиме с тем, чтобы решить кризисные вопросы, особенно в сфере жилищного коммунального хозяйства. 50 тысяч посетителей, 7 стран-участниц, 2016 деловых мероприятий. В столице страны грандиозно прошла главная архитектурная выставка «Арх-Москва». Одну из дискуссий посвятили первой архитектурной дальневосточной премии «От идеи до реализации». «Даль-Арх». Пройдет она в декабре этого года в Якутске. Она должна показать масштаб преобразований, происходящих сегодня в 25 городах Дальнего Востока, где реализуются мастер-планы комплексного развития территорий. Проект также станет площадкой для обмена опытом между архитекторами, проектировщиками и экспертами. А им есть, к слову, чем поделиться. Дальнему Востоку, где масштаб территории задает высокую планку для архитектурных проектов, который затем становится инструментом реализации национальных целей развития всего макрорегиона до 30 года. 24 мастер-площадку. И вот в 22 году и в 24 году... Архитектурная премия учреждена для того, чтобы мы могли показать самые лучшие проекты, реализованные в рамках всех национальных проектов. Почему же площадка в Якутии? Ну, во-первых, потому что мы научились использовать наши особые климатические условия, нашу природу и ее недостатки превращать в достоинство. Мы научились внедрять в наши общественные пространства, как крытые, так и закрытые, культуру нашего народа. Ремонтные работы, благоустройство территории, поддержание порядка во дворе. Воспитанников Алданского центра содействия семейному воспитанию, который посещает трудовой отряд, задач много. Конечно, найдется работа огородником и цветоводом. Создание красоты и уюта – дело общее, убеждены ребята. В кутерьму хлопот погрузились и наши корреспонденты. Неподалеку от столовой на территории Алданского центра содействия семейному воспитанию скоро появится летняя беседка. Сегодня на строительстве работают несколько человек от трудового отряда. Остальные ребята получили другие задания. Работы на ниве благоустройства хватит всем. Но здесь, можно сказать, субботник происходит каждый день. Вот это не понравилось, надо исправить. Вот это вот как-то надо подкрасить. Вот это, вот это. И каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть дети вот как бы привыкают вот к такому вот труду. То есть они сами загораются. По локоть в краске, но им интересно. В трудовом отряде порядка 1,5 десятков ребят. В ближайшее время школьники приступят к работам на аллее памяти выпускников, погибших при выполнении задач спецоперации. Напомним, аллея памяти на территории центра появилась в прошлом году, и в ее создании старшеклассники принимали самое активное участие. Также требуется сделать на аллее памяти выпускников. Здесь сейчас 4 лавочки. Вот, и этим занимается уже отдельно Михаил Николаевич. Вот, педагог, он отливает для них боковины из цемента с детьми. Вот, а потом мы все это уже соединяем, здесь сюда переносим. Ну, в общем, в дальнейшем вся вот эта вот красота, она уже будет видна. На пороге лета начинаются хлопоты на участке. Со вскапыванием грядки Мирон и Матвей управились быстро. Здесь будут посеяны морковь, редис, салат и укроп. Не заставит себя ждать первый урожай черемши и зеленого лука. Буквально на днях работы закипят в теплицах. Рассада закуплена, и ребятам предстоит подготовить землю к посадкам. И у нас еще предстоит машина земли, потому что будем добавлять в парники. Там мало, и в грядки. Вчера ребята у нас плодотворно проработали, то есть они вскопали грядки. Проект по выращиванию овощей был разработан воспитателем Татьяной Зориной и воспитанниками группы «Звездной» в 2020 году. Тогда же здесь появилась первая теплица. Постепенно садово-огородническое хозяйство расширялось. Сегодня грядки закреплены за каждой группой. Таким образом, на участке трудятся все воспитанники центра.
Сначала у нас был один парник, и мы работали с детьми-подростками, чтобы предотвратить самовольные уходы. В общем-то, была профилактика у нас в основном на это направлена. Потом, значит, мы привлекли тут же девочек. Вот это вот сад уже для девочек. Они здесь занимаются цветами. Территория Центра содействия семейному воспитанию преображается. Энтузиазма ребятам не занимать, ведь создание красоты и уюта – дело общее. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутске с приходом лета началось активное благоустройство и облагораживание скверов, площадок и улиц города с зелеными насаждениями. Ежегодно работы ведутся по всему городу, где высаживают самые разные деревья, кустарники и цветы. Подробнее о том, как проходит процесс, в сюжете далее. Активная работа по высадке растений в столице проходит по 3 участкам. Так, улицу Ларионова на данный момент озеленяют 650 саженцами ели и яблони. Помимо них также высадят такие кустарники, как боярышник и акация. Работа идет на качество. Специально для них рабочие собирают засохшие ветви и деревья, кладут под саженцы, чтобы те стали основой их будущего роста. Дальше продолжаем работу по улице Ларионова. Это как бы продолжение набережного Романа Дмитриева. Да? Здесь мы собираем сухие ветки, которые уже погибли давным-давно, и потом мы их кладем в траншеи, где мы будем сажать живую изгородь и деревья. Это по методу Хольцера, австрийского ученого, работаем, который при засухе, при неполном поливе помогает растениям выживать и лучше приживаться. Такая же работа пройдет по улице Пояркова в районе между цирком и автовокзалом. Озеленению также будет подвержен сквер Матери, где обновят газон. Помимо деревьев и кустарников, ежегодно в Якутске высаживаются сотни тысяч цветов. Это чуть больше 10 разных видов. Среди них бархатцы, цинеравии, алисум, лобелия, виола и многие другие. Но, конечно же, большую часть из них составляют неприхотливые петунии, которые живут и растут, несмотря на различные погодные условия. В основном в городе Якутске высаживаются более устойчивые растения, которые приспособлены именно городскому озеленению, неприхотливые растения. Цветочное озеленение у нас проходит ежегодно традиционно во всех округах города. И согласно техническому заданию, вся высадка должна быть закончена 16 июня. Жители же столицы уже замечают изменения во внешности города. Видно, слышно, и вообще как бы политика мэра же еще была связана с тем, что в последнее время привлекаются специалисты именно вот по озеленению в условиях Арктики. То есть понятно, что не все посадишь. Я сама уже экспериментировала, много чего у нас не приживается, много чего разрастается не так, как хотелось бы. Да. Но в последнее время вот как сажается, да, саженцы, которые новые вот высаживают, мне как бы нравится, что это не очень все массивное. Мне очень нравится, когда высаживают боярышник. Хорошо становится в последнее время. Зеленение, вот цветы, деревья посадили. Очень хорошо, молодцы, хорошо работают. Очень важно, ага. У нас зелени мало, действительно. Вот тут очень много высаживают, я замечаю. Я тут рядом живу. К середине месяца практически весь город будет облагорожен новыми растениями и деревьями, но работа на этом не остановится. И если первые высаживаются из года в год, то последние растут на глазах, и через десяток лет в городе выстроятся ровные ряды пышущих зеленью деревьев и кустарников. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Тем временем на улице Аюнского в середине июня проведут локальную вырубку деревьев и санитарную обрезку ветвей. Работы выполнены в рамках капитального ремонта участка от улицы Дежнева до Октябрьской. В МКУ «Главстрой» сообщили, разросшиеся ветки закрывают дорожные знаки, светофоры и обзор на выездах, что может создавать аварийные ситуации. Столько лет росли, они такие красивые. Осенью, когда они краснеют, ягодки, прилетают птицы, люди приезжают фотографироваться, а сейчас это все вырубится. Ну, то есть, к чему
это все, мы против категорически, хоть хотя бы спасти эти деревья. Пожалуйста, услышьте нас, давайте не будем этого делать. Конечно, там, если что-то мешает обзору, туда нужно это подрезать, вырезать, убирать. Но именно по самой улице, конечно, присоединяемся к мнению жителей, горожан, что, конечно, такие красивые рябины лучше не трогать, чтобы они росли. Может быть, где-то подрезать что-то нужно, как-то окультурить, согласны, но не вырубать. В столице республики открылся городской пляж на 202-м микрорайоне. В этом году якутян и гостей столицы ждет ряд нововведений. А само открытие сопровождалось мастер-классами и играми с призами. Подробности в следующем сюжете. Только-только восстанавливаются плюсовые температуры, которые достигают до 25 градусов. Но уже несмотря на это, местные жители наполонили пляж. Вода, к сожалению, пока холодная, она нагревается, но есть смельчаки, которые готовы зайти в воду и окунуться, что говорится, с головой. Территория городского пляжа становится комфортнее и уютнее. Помимо купания люди могут позаниматься спортом, прокатиться с ветерком на велосипеде и, конечно же, позагорать на солнышке. В этом году очень классные, расширили зону отдыха для велосипедистов, также зона пляжа. Очень нравится. Обязательно я посещаю городской пляж. Так получилось, что сейчас я как раз в отпуске. И вот это благоустройство, конечно, не оставляет равнодушным. Обязательно приду сюда. Во-первых, бросилась в глаза широкая отсыпанная территория, песчаная, где можно вот с детьми отдыхать. Новые качели, тенистые вот уголки, очень приятно. Изменения, конечно, налицо, и пляж стал очень комфортным. Я думаю, что обязательно здесь понравится горожанам. Пляж соответствует всем нормам, а значит, купаться здесь безопасно. На территории будут дежурить спасатели. Для этого на протяжении всей береговой линии расставлены вышки. Сейчас их 3. Ну а пока спасатели продолжают расставлять буйки и устанавливать стенды с напоминаниями о правильном купании. Да, у нас 8 спасателей, 3 вышки спасательные, лодка курсирует спасательная. Ну, сейчас спасатели расставляют буйки, зону купания обозначение. На территории пляжа имеется благоустроенный туалет, в том числе для маломобильных людей, комната матери ребенка, ну и киоски по продаже напитков, пляжных принадлежностей, еды. Ну и будет организовываться ярмарка. Уже в скором времени пляж расширится. К старой территории прибавится песчаный участок на 203-м микрорайоне. Пока здесь наблюдается высокая вода. Но как только она спадет, служба технического обслуживания приступит к благоустройству новой территории. Вероника Тавирская, Джолстан Иннокентьев, Якутск. Количество иностранных туристов увеличилось в Якутии. Об этом сообщают местные туроператоры. По их словам, в республике приезжих гостей привлекает в первую очередь природа и экологичность предлагаемых туров. Немаловажную роль играет и знаменитый холод, который действительно уже работает как бренд. А вот что могут предложить туристам летом, узнаем далее. В 2020 году Александра Кардашевская осуществила свою давнюю мечту и открыла супругам собственную турбазу. Начинала семья с 2 домиков и постепенно увеличила их количество до 10. Сейчас на обширной территории их базы раскинулся практически настоящий комплекс для семейного отдыха. Закономерно с этим выросло и количество постояльцев. Радует, что интересуются международные туристы уже с Алжира, с Индии, с Испании у нас были, с Англии. Вот такие вот интересные у нас люди приезжают. А чем обусловлен их интерес, что их привлекает здесь? Их привлекает именно простота, именно природа. И, конечно, ценит иностранный турист этнические особенности отдыха в Якутии. Теперь обычными барнхаусами или глэмпингами никого не удивить. Поэтому предприниматели предлагают историческое погружение. Как вам, например, отдых в настоящем якутском балагане? Такая аутентичность хорошо работает и на туристов из других регионов России. Чаще всего в Якутию приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных центральных городов. Причина повышения спроса – бренд республики. ЭСЭХ, полюс вечной мерзлоты, популяризация культуры – все это действительно работает на привлечение приезжих гостей. Но и сами якутяне становятся активными участниками внутреннего туризма. Это касается прежде всего сплава, выездов на природу. То же самое касается и школьного туризма, он тоже у нас очень хорошо развит.
Если говорить о школьниках, то очень часто школьники у нас ездят в каникулярное время, то есть это весенние, осенние каникулы, и потоки могут быть достаточно большие, по несколько классов даже в день бывает. Но это данные туристической фирмы. Александра придерживается немного другого мнения. Якутяне не любят путешествовать по республике, особенно зимой, и предпочитают отдыхать в теплых краях. С таким сложно поспорить. Кому бы не хотелось из туманных минус 40 вырваться в солнечные плюс 20. Да, если местные будут зимой к нам приезжать, мне кажется, будет уже система рекламы именно холода. Потому что зимой у нас туризма не очень, как сказать, не развит. Именно внутренний, потому что наш клиент международный приезжает зимой, но местных мало. Всего за летний сезон турбаза Александры Кардашевской может обслужить до 2500 постояльцев. В этом году предприниматели настроены довести эту цифру до 3000. Ведь так, ставя небольшие цели, можно осуществить одну – глобальную. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. В Южной Якутии продолжается подготовка к Бакалдыну. Сегодня в Нерингре торжественно встретили режиссерско-постановочную группу международного национального праздника. В ее состав вошли представители театра коренных малочисленных народов Севера, уже знакомые жителям по участию во Дне оленевода. Подробности далее. Торжественная церемония встречи режиссерско-постановочной группы прошла на железнодорожном вокзале города Нерингре. Почетных гостей приветствовали на якутском, эвенкийском и русском языках. Мы рады приветствовать вас на нашей нерингринской земле и надеемся на то, что наш международный праздник Бакалдын пройдет на самом высоком организационном уровне. А я переколю! Встреча гостей в северных традициях больше, чем просто ритуал. Это еще раз подтверждает, что предстоящий праздник задуман как пространство взаимного уважения и культурного диалога. У нас уже заявилось участников больше 120 человек. Красноярский край, Хабаровский, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, большая делегация, более 70 человек прибывает. Поэтому подготовка идет очень плотно и плодотворно. Теперь, когда символический старт дан, группа приступает к самой сложной и красивой части – созданию театрализованного представления. Впереди плотная работа с местными коллективами, репетиции и поиск тех самых интонаций, которые сделают праздник по-настоящему незабываемым. 14, когда основной состав нашего театра приедет сюда, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы все это склеить. И потом уже начиная с 16-го мы уже выйдем на местность Тастах, чтобы все это действо уже посмотреть уже там. Участников и зрителей международного национального праздника ждет необыкновенное музыкально-хореографическое представление. Именно по песенному нимгакану, да, где все артисты, да, все персонажи, они должны не просто говорить, но они должны петь. Да? То есть все это будет на эвенкийском языке и понятным для зрителя на языке тела, вот так вот скажем. Праздник Бакалдын обещает стать событием, где каждый жест, каждая нота и каждое слово будут пронизаны духом Севера. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В минувшую пятницу страна отметила один из главных праздников – День России. На площадях столицы республики прошли концерты, акции и другие развлечения для горожан. Подробнее о программе праздника в сюжете далее. Традиционно в День России чествуют тех, кто внес значительный вклад в развитие региона и страны. Сегодня из рук Айсена Николаева награды получили 15 человек. Я хотел бы отметить, что сегодня, 12 июня, очень столь знаменательный день, и очень приятно получать эту награду здесь, находясь в этом зале, потому что День России и государственная награда подписана самим президентом. Нам очень приятно, и получить ее из рук главы республики вдвойне приятнее.
Если вначале вручали государственные награды, то потом глава Якутии передал первые паспорта 8 юным якутянам. Я очень рада, что сам глава Якутии Айсен Николаев вручил паспорт. Но у меня день рождения 27 апреля. Вот. И совпало так. То, что паспорт. В День России также прошел первый республиканский полумарафон «Забег единства». 27 районов Якутии и порядка 5000 человек. Забег прошел по нескольким дистанциям. 500 метров для детей, от километра и до 21 километра для взрослых. Основной маршрут пролегал по проспекту Ленина вдоль 3 площадей. Выйти со стартового коридора, финиша. Мне 7 лет, я побегала сегодня хорошо и выиграла победу. Хорошо готовилась и большой на зал приготовилась и соревнования. В праздничный день площадь республики превратилась в место объединения людей разных национальностей. В День России на главном плаце Якутии наградили волонтеров, помогающих бойцам СВО и их родным. Ни один из праздников не обходится без концерта. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы. В честь 325-летия со дня образования якутского казачества свои номера показали солисты казачьих групп. День России – это день Родины. Национальным праздником, днем день, когда мы должны, страны, наверное, днем оглянуться, России. Посмотреть, кто рядом с нами, кто вместе с нами трудится во благо развития страны. День России – один из самых важных праздников. День Родины. Хотелось бы, чтобы вот такие праздники объединяли нас и делали нас одним народом. В День России отдали дань памяти выдающемуся казаку, отцу Якутска, Алекминска и Жиганска Петру Бекетову. По традиции к памятнику русскому землепроходцу возложили цветы, которые стали символом уважения. В церемонии приняли участие как казаки Уссурийского отделения Всероссийского казачьего общества, так и общественность Якутска. Сегодня подведение итогов казачьей и ямщицкой песни, поэтому очень такой окончательное, такое завершающее сейчас мероприятие возложения цветов Бекетову, подведение общих итогов всех мероприятиях, посвященных юбилею казачества. Тут есть из Камчатки казаки, из Приморья, из Хабаровска, наши казаки, поэтому здесь такое большое представительство дальневосточных казаков, скажем так. День России стал не просто праздником, но и днем, когда горожане собираются на площадях республики, чтобы соединиться в танце Асоха и спеть любимые песни. Вероника Тырская, Владимир Павлов, Якутск. 325 лет назад в Якутии появилось якутское казачество. 35 лет назад обществу дали вторую жизнь. Сегодня на территории Якутии свою деятельность ведут 10 обществ и 3 общественные организации казаков. Созданы 8 классов, где обучается 177 учеников. В честь праздника прошло и торжественное заседание Совета при главе республики по вопросам российского казачества. На повестке 3 вопроса о реализации стратегии госполитики в этой области, деятельности якутского полка и о казачьем образовательном компоненте в системе школьного образования. Были очень серьезные вопросы, такой жаркий был совет, живые вопросы. Вопросы поднимались в том числе и субсидированию развития казачьих обществ, выполнение стратегии государственной политики Российской Федерации по отношению к казачеству. Говорили, что сделано, в том числе и правительством республики, казачьим обществом, и что нам предстоит сделать. Да, мы говорили сегодня об участии казаков в специальной военной операции. Мы говорили о поддержке их семей и о развитии, в первую очередь, казачьей молодежи, казачьего кадетского образования. Здесь в полной мере нас услышали. В Якутске открылась выставка «Чурон. Символ благополучия и единства». Экспозиция начала работу в Якутском музее имени Ярославского. Сама выставка знакомит посетителей с историей и развитием чурона, традиционного ритуального сосуда народа Саха, который считается символом благополучия, гостеприимства и единства. В экспозиции представлены традиционные чароны и кумысная утварь из фондов музея, а также работы современных мастеров. Всего музейная коллекция насчитывает около 200 чуронов 19 и начала 20 веков. В рамках проекта до сентября пройдут мастер-классы, лекции, авторские экскурсии и другие мероприятия.
более такого раннего периода. Чоран, он хранится в нашем собрании Якутского музея. Это чоран по результатам анализа радионуклеидного 15 века, но наши специалисты его датируют 16 веком. Как должно дальше быть? Можем ли мы делать чоран из фарфора? Какой будет символика при этом? Утрачивается, не утрачивается? В скором времени мы будем проводить круглые столы и со специалистами обсуждать. Возможно, придем к золотому стандарту чорана. В Якутске стартовала 5-я юбилейная спартакиада пенсионеров республики. Состязания объединили свыше 130 спортсменов из 21 команды, тем самым в очередной раз установив рекорд по числу участников. Выросла и конкуренция, как отмечают организаторы спартакиады, есть среди пенсионеров и такие, чьи результаты тяжело нагнать, и более молодым спортсменам. Всего в программе состязаний 8 дисциплин, среди них легкая атлетика, нормативы ГТО, настольный теннис, эстафета и другие. Итоги подведут уже 14 июня. Победившая команда выиграет путевку на участие во всероссийских состязаниях. Хотелось бы отметить очень активное участие именно не только центральных улусов, приезжают и северных улусов, Жиганска, Ленёк постоянный, Среднеколымска постоянно приезжают. Но отрадно то, что здесь у нас выявляются сильнейшие спортсмены, которые потом будут отбираться на спартакиаду пенсионеров России, которая у нас будет проводиться в сентябре месяце. Масс-рестлинг, зародившийся в республике, продолжает укреплять свои позиции на международной спортивной арене. Сегодня Международная федерация масс-рестлинга объединяет уже 65 национальных федераций на 5 континентах. А число стран, развивающих этот вид спорта, продолжает расти. Очередным важным этапом в развитии дисциплины станет и чемпионат мира по масс-рестлингу, который пройдет в ноябре этого года в Казани. Турнир включен в единый календарный план Министерства спорта России. Прямые телерадиотрансляции с церемонии открытия цеха Туймады и Гардыгына иконных скачек на призы главы Якутии в этом году организует НВК «Саха». Трансляции с Гардыгына будут доступны на 2 языках. Комментарии на русском на канале Якутия-24, на якутском на НВК «Саха». В освещении цеха Туймады задействуют более 50 сотрудников телерадиокомпании. Прямые включения будут вести с помощью 2 передвижных телевизионных станций. Ежедневные трансляции составят более 7 часов в день. Трансляции также доступны в приложении НВК «Саха», на сайте nvkonline.ru и в социальной сети ВКонтакте. В местности Усть-Хатын прошли республиканские конные скачки имени Иннокентия Свинобоева, заслуженного тренера ЯАС СССР по конному спорту, на награду председателя правительства Якутии. Общий призовой фонд – более 1 миллиона рублей. Вместе с тем прошли и отборочные скачки на главный заезд лета, призы главы республики. О том, кто вышел в финал, узнаем из сюжета далее. Участниками долгожданных скачек стали именитые тренеры и известные жокеи. Но главными звездами мероприятия стали 39 отборных скакунов, под копытами которых немалый опыт участия во множестве заездов. Одним из фаворитов участия в финале на призы главы республики стал конь по кличке Хорезм Харачой, победитель прошлых скачек. Он универсальный конь, он классный конь, он знает свою силу, он психологически очень устойчивый. Поэтому с ним проще. Был определенный момент, один из соперников очень резвый. Нам не надо было дать ему уйти просто-напросто. Он прекрасно справился с этим, и не было никаких проблем. Он боец. Посмотреть на конные забеги пришли сотни и сотни любителей скачек, которые знают об участниках практически все. Долгое время был председателем Федерации Хангаласского улуса. В то время тогда наши лошади постоянно завоевывали один из призовых мест. В районе мы один из сильнейших команд был раньше. Но я сегодня на свою лошадь, Ейвор, Хангаласский улус, буду играть, как говорится. А так, не знаю, там Мегинская очень сильная сейчас команда стала. Фаворитом сейчас, наверное, является Аксель. Потом Хорезм Харачой вне конкурса, но его состояние очень хорошее, по-моему. И есть такие, как Атлан Барс, Граммофон.
сопротивление будет очень большое. Заезды прошли по 4 дистанциям – 1000, 2000 и 2400 метров, а также итоговые на 10 километров. Но особое внимание было уделено отборочным на приз главы республики среди лошадей чистокровной породы 4 лет. В их рамках прошли 3 конных забега из 7 представленных. К нему традиционно у нас уже 10-й раз проводится отборочный этап. Соответственно, он проводится на ту же дистанцию и скачут у нас 3 группы. В 3 группах у нас по 5-6 голов. Соответственно, каждая лошадь готовилась целый год. Каждый улус, район, коневладелец, тренер, жокей надеется выиграть. И всем желаем удачи! Занявшие первые 3 места скакуны проходят финал соревнований. Так, одни из победных мест заняли жеребцы Верхневилюйского района, Атомик Бой и Иссад, занявшие 2-е места. Вот Иссад в прошлом году 4 раза сказал, 4 раза выиграл. Нынче 1 третье, 1 второе. Атомик тоже в прошлом году 3 раза участвовал. Манчары 3-м был, вступительным 2-м был. И нынче вот себя показал, 2-м стал. Планировали этими скачками их подвести к главному старту сезона. Это как будто для нас был тренировочный. Я думаю, мы 27 июня будем в боевом состоянии. По итогам в финальную часть главных скачек Якутии вышли скакуны Намского, Верхневилюйского, Чурапчинского, Амгинского, Медино-Кангаласского, Хангаласского и Тампонского районов. Уже 27 июня они поборются не просто на приз главы, но за звание самого быстрого коня в Якутии. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.